Оказавшись в Центре философских наук Союза, Институте философии Академии наук СССР, Абдумалик берет очень трудную тему, смело берется, я бы сказал, дерзко берется за одну из важнейших проблем математики. Ведь в те годы происходила научно-техническая революция. В процессе этой революции происходил всеобщий процесс математизации научного познания. И вот возникали вопросы, а каковы границы этой математизации? В чем суть математизации науки? Досрочно, в 1964 году, он защищает кандидатскую диссертацию на такую тему. Значение принципа соответствия для раскрытия природы истины в математике. В конце марта я возвратился в Алмату поездом через Кызылорду. В Кызылорде встречают Ростыапа и сестренка, плачут, говорят, нет совсем покоя, и тебе не дадут житья. Что случилось, спрашиваю. Того, кто обвинил твоего отца, ночью увезли и проверяют, допрашивают. Пойду узнаю, что они говорят, к областному прокурору. Он мне говорит, расскажите, как что случилось. Ваша мать написала письмо генпрокурору СССР Руденко. Мои 2 сына у меня растут. Один в Москве защитил диссертацию, второй в Ташкенте заканчивает политехнический институт. Оба они хотят стать достойными гражданами советской страны, но отец их враг народа, значит, и им путь светлый закрыт. Помогите оправдать их отца. Становление и вот развитие философской школы, большой философской школы в Казахстане были сопряжены большими трудностями. Во-первых, первый раз меня обвинили в том, что я изменил направление, исследовательские направления Института философии и права, направления, утвержденные Центральным комитетом партии Казахстана. Да еще более крупным замечанием это было, когда наши философы увлеклись историей философии, ибо не зная истории мировой философии, стать хорошим философом нельзя. Так вот, он говорили, Зиманов воспитывает гегелянцев, поклонников Гегеля, Канта, Конта и других, но не Ленина. Так вот, секрет того, вот его быстрого роста, не только становления, взросления, и он входил именно в философскую школу, философскую науку, а философская наука, мы считали, наиболее была представлена в Союзе очень крупнейшими фигурами. Ну, это методология советская, марксистские, понятно, но очень хорошие мыслители были. И Абдумалик Насамбаевич тем удобен он был для наших вот этих очень способных, молодых, но старших по возрасту философов, которые работали с ним вместе, в одном отделе работали. Он был по характеру покладистый, не амбициозен и не выставлял каких-то личных претензий о том, что он может именно мыслить самостоятельно, о том, что он может избрать новый свой путь. Нет, он хотел освоить их школу. Так вот, он воспитывался в этой среде. Это дало ему возможность быстро преуспеть. Вот почему он был в начале 60-х годов лаборантом, занимал такую низкую должность в научно-исследовательском институте. А через 10 лет он уже заведовал этим же отделом. Ол Москвадан оқуды бітіріп келгенде, соның алдында Қазақстанда
диалектика. Когда он, закончив учебу в Москве, вернулся в Казахстан, к этому времени была организована школа диалектики, проблемы диалектической логики. Это была уникальная школа. Позже Казахстан назовут центром исследования этой проблемы. 4 халықаралық симпозиум болды. Сонымен қатар Было проведено 4 международных симпозиума. Нами за короткое время было написано около 50-60 монографий. Завершили исследование нескольких тем. Мы написали и издали 5-томник по диалектической логике, о котором давно мечтали все диалектики. Так вот, вот эта пятерка Абдильдин, Науменко, Юбгай, Баканидзе, Касымжаров, я помню, они занимаются с утра до обеда, а потом выходят на перерыв прямо в коридоре. У нас был просторный коридор, и они спорят, интересно спорят. Бесконечно, малейшее свободное время остается после рабочего времени. Споры, здоровые споры о науке. И вот группа Абдильдина и взялась за разработку, систематическую разработку проблем диалектической логики. Эта задача никем, ни в Союзе, ни за границей не была поставлена. И вот к этой группе присоединился наш Абдумалик. Группе разработчиков диалектической логики нужен был естественник. Человек, который бы прекрасно разбирался в горячих точках, наиболее интересных направлениях развития естествознания, лидирующих направлениях этого естествознания. То есть проблема физики, это квантовая физика, механика, лучше сказать, релятивистская механика, связанная с теорией относительности Эйнштейна, это астрономия, это кибернетика, это химия и другие науки. А самому Абдумалику для разработки методологических проблем естественных наук необходимы были методологические основания, общетеоретические методологические основания, которые дает именно философия. Именно то направление, которое разрабатывала группа Абдильдина. Ну, у Жабайхана был Ситковский. У Жабайхана. Его научный руководитель, он был арестован в свое время, а потом вернулся из тюрьмы. Крупный философ. Он приезжал и руководил этим первым симпозиумом. Там и было, значит, Библер, Татищев, я помню, которые делали доклад, приезжали в Казахстан. Они опекали. Ну, они пользовались поддержкой. Федосеев, академик, он был вице-президентом, философ Академии Союза СССР. Константинов, он был академик, философ, он ведал отделением философских и правовых наук в Академии наук. От них многие зависело, потому что в их руках была власть, организация, санкции, одобрение. Біз 83 жылы 450 институттың академия наук СССРдың. В 1983 году среди 450 институтов системы Академии наук СССР мы заняли первое место. Осындай біздің жетістігіміздің ішінде Получили очень много денег. басқа жігіттермен бірге біздің Абдумаликтің И роль Абдумалика в этом была огромной. өте жоғары. Абдумалик мой первый докторант. Вместе с ним было написано множество докладов и книг. Бәленбай тақырыптарды бітіріп, Он бәленбай и соавтор книги по диалектической логике. сол диалектикалық логиканың соавторы. Работа его в этой группе привели к тому, что в 1975 году он подготовил и блеском защитил диссертацию на ученую степень доктора философских наук. Диссертация называлась
диалектико-логические принципы синтеза и развития математического знания. Я эти и другие работы, особенно вот эту его диссертацию, хорошо знал. На защите, наряду московскими профессорами, известными советскими философами Готтом и Рузавиным, выступал как оппонент. Абдумалик наш теперь доктор наук, Абдумалик профессор, и проходит еще несколько лет, избирается членом-корреспондентом Академии наук, Национальной академии. Указом президента ему присваивается почетное звание заслуженного деятеля науки и техники. Его работы начинают публиковать за рубежом. И они появляются на 25 языках мира. В Германии, во Франции, в Англии, Турции, Иране. И вот несколько месяцев тому назад крупная его работа на английском языке была опубликована в Соединенных Штатах Америки. We have published it and we will send it to 350 leading university libraries across the world. Мы опубликовали эту книгу, и мы теперь пошлем в 350 библиотек по всему миру. 50 universities in Africa will have this book about the heritage of Kazakhstan. 50 библиотек в Африке будут иметь эту книгу о культурном наследии Казахстана. And 50 universities in East Asia also. И 50 университетов Восточной Азии также будут иметь And эту so книгу. on across the world. И так по всему миру. And so it is with deep admiration and equal gratitude that I present this first copy to Professor Abdulmalik. И я хочу вот, подарить эту книгу. Мы привезли эту книгу и хотим подарить ее профессору Нусанбаеву. Спасибо. Thank you very much. I think philosophers never want Я to думаю, be, что философы никогда не хотят придерживаться только одного метода мышления. Philosophy is a way Философия — of это thinking. путь мышления, это методы мышления, это возможность движения вперед, иначе это движение ограничено. Я думаю, что существуют две основные черты, которые характеризуют Нысанбаева. Первое — это то, что он понимает науку. Он является величайшим философом СССР. И другая — это то, что он может ценить культуру философии современного Казахстана, культурные традиции Казахстана. И он может все это соединить, так что культурное наследие и наука существуют вместе. Сейчас в Америке большой интерес к Центральной Азии, особенно после распада Советского Союза возрос интерес. До этого в Америке довольно мало знали об этом регионе и мало занимались языками, культурами народов этого региона, и вообще доступ у нас был очень ограниченный. Мне кажется, что Абеке очень важная фигура для науки Казахстана в нескольких отношениях. То есть первый — это человек, который у него такой большой диапазон знаний, начиная от истории математики до этнических отношений современного времени, и очень сильный аналитик. Это очень важно. Мне приходится слышать разного рода мнения, крики насчет того, что надо делать в Казахстане в плане языка, религии, демографии, но вот Абеке, мне кажется, очень трезво понимает и делает анализ событий, поэтому я думаю, что огромный вклад и в науку, и в дело сохранения стабильности в Казахстане. Abdülmalik Nisanbayev veya Nisan Bey ile biz ilk defa orada buluştuk. İlk defa orada görüştük Muğla Üniversitesi'nde.
Это было в 2000 году. С Нысанбаевым мы встретились в Мулинском университете. Там и познакомились. Организатор конференции представил нам Абдумалика Нысанбаева. «Это Абдумалик Ходжа», — сказал он. И первое, что мелькнуло у меня в мыслях, было то, что он был очень похож на мою бабушку. Yani babamın annesi. Yüzü Вы же знаете, что древней своей кровью вы являетесь нашими родственниками. Просто мы смешались с Западом и изменились. ileri karakolda ne yaptık? Biraz deforme olduk. Bozulduk. Увидев лицо Абдумалика Ходжи, я вспомнил про наши генеалогические истоки. И мысли мои стали возвращаться в те давние времена. Вспомнил Амударью, Сырдарью. Türkistan'a gittim. Profesör Abdülmalik Nisan Bey. Мы понимаем друг друга сердцем и душой. Встречаемся второй раз в Стамбуле на симпозиуме. Это был симпозиум, организованный Чикагским университетом США. Было очень мало времени, и мы не смогли в достаточной мере пообщаться. Но сознание того, что он там присутствует, для меня значило очень многое. Затем я был знаком с его трудами, изданными на английском языке. Он очень умный человек. Для Казахстана умный человек – несравнимое богатство. Это означает, что Абдумалик Нысанбаев и для Казахстана, и для всего тюркского мира является несравненным богатством. Если нужно доказательство, я скажу так. На утреннем заседании он ознакомил нас со своей книгой. Мы радовались все. Мне показалось, что эту книгу я написал сам, потому что я ведь был ему не чужой. Вы, казахи, счастливый народ, потому что имеете такого сына, как Абдумалик Нысанбаев. Абдумалик Нысанбаевтың айтатын болсақ, бұл Об Абдумалике Нысанбаеве могу сказать, что это учитель, а учитель – это глубокое понятие. Знающие люди говорят, что у пророка Мухаммеда было 99 великих имен – знание, учение, воспитание, культура, литература, духовность и так далее. Все эти качества присущи академику Нысанбаеву. Он впитал в себя все сполна из этих начал. Он без устали передает весь опыт, багаж знаний, все свои изумительные человеческие качества тем молодым людям, которые стремятся к науке, к знаниям. Как говорил глава государства Нурсултан Назарбаев, в 21 век мы сможем полноправно войти только образованными. И в этом русле Нысанбаев вносит большой вклад в становление молодых ученых, педагогов, и как философ обеспечивает глубоко научную концепцию независимости Казахстана, нашего народа, формируя его внутреннюю политику, внешнюю политику, научно обосновывая и доказывая его поступательное движение вперед. И в этом смысле в его лице мы видим крупного государственного деятеля. Моя мечта построить памятник, мне кажется, я уже построил. Построил этот памятник, поскольку я около 600 работ, на 25 языках где-то 70 работ у меня опубликованы. Это говорит о том, что я своему отцу уже построил памятник. Конечно, еще какие-то детали надо достраивать. Я постараюсь, еще я активно работаю. Бог даст, я еще буду достраивать этого дома, чтобы этот дом существовал вечно.
Оказавшись в Центре философских наук Союза, Институте философии Академии наук СССР, Абдумалик берет очень трудную тему, смело берется, я бы сказал, дерзко берется за одну из важнейших проблем математики. Ведь в те годы происходила научно-техническая революция. В процессе этой революции происходил всеобщий процесс математизации научного познания. И вот возникали вопросы, а каковы границы этой математизации? В чем суть математизации науки? Досрочно, в 1964 году, он защищает кандидатскую диссертацию на такую тему. Значение принципа соответствия для раскрытия природы истины в математике. В конце марта я возвратился в Алмату поездом через Кызылорду. В Кызылорде встречают Росты-апа и сестренка, плачут, говорят, нет совсем покоя, и тебе не дадут житья. Что случилось, спрашиваю. Того, кто обвинил твоего отца, ночью увезли и проверяют, допрашивают. Пойду узнаю, что они говорят, к областному прокурору. Он мне говорит, расскажите, как что случилось. Ваша мать написала письмо генпрокурору СССР Руденко. Мои 2 сына у меня растут. Один в Москве защитил диссертацию, второй в Ташкенте заканчивает политехнический институт. Оба они хотят стать достойными гражданами советской страны, но отец их враг народа, значит, и им путь светлый закрыт. Помогите оправдать их отца. Становление и вот развитие философской школы, большой философской школы в Казахстане были сопряжены большими трудностями. Во-первых, первый раз меня обвинили в том, что я изменил направление, исследовательские направления и Института философии и права, направления, утвержденные Центральным комитетом партии Казахстана. Да еще более крупным замечанием это было, когда наши философы увлеклись историей философии, ибо не зная истории мировой философии, стать хорошим философом нельзя. Так вот, он говорили, Зиманов воспитывает гегелянцев, поклонников Гегеля, Канта, Конта и других, но не Ленина. Так вот, секрет того, вот его быстрого роста, не только становления, взросления, и он входил именно в философскую школу, философскую науку, а философская наука, мы считали, наиболее была представлена в Союзе очень крупнейшими фигурами, ну, это методология советская, марксистские, понятно, но очень хорошие мыслители были. И Абдумалик Насамбаевич тем удобен он был для наших вот этих очень способных, молодых, но старших по возрасту философов, которые работали с ним вместе, в одном отделе работали. Он был по характеру покладистый, не амбициозен и не выставлял каких-то личных претензий о том, что он может именно мыслить самостоятельно, о том, что он может избрать новый свой путь. Нет, он хотел освоить их школу. Так вот, он воспитывался в этой среде. Это дало ему возможность быстро преуспеть. Вот почему он был в начале 60-х годов лаборантом, да, занимал такую низкую должность в научно-исследовательском институте, а через 10 лет он уже заведовал этим же отделом. Ол Москвадан оқуды бітіріп келгенде, соның алдында Қазақстанда
диалектика. Когда он, закончив учебу в Москве, вернулся в Казахстан, к этому времени была организована школа диалектики, проблемы диалектической логики. Это была уникальная школа. Позже Казахстан назовут центром исследования этой проблемы. 4 халықаралық симпозиум болды. Сонымен қатар Было проведено 4 международных симпозиума. Нами за короткое время было написано около 50-60 монографий. Завершили исследование нескольких тем. Мы написали и издали 5-томник по диалектической логике, о котором давно мечтали все диалектики. Так вот, вот эта пятерка Абдильдин, Науменко, Юбгай, Баканидзе, Касымжаров, я помню, они занимаются с утра до обеда, а потом выходят на перерыв прямо в коридоре. У нас был просторный коридор, и они спорят, интересно спорят. Бесконечно, малейшее свободное время остается после рабочего времени. Споры, здоровые споры о науке. И вот группа Абдильдина и взялась за разработку, систематическую разработку проблем диалектической логики. Эта задача никем, ни в Союзе, ни за границей не была поставлена. И вот к этой группе присоединился наш Абдумалик. Группе разработчиков диалектической логики нужен был естественник. Человек, который бы прекрасно разбирался в горячих точках, наиболее интересных направлениях развития естествознания, лидирующих направлениях этого естествознания. То есть проблема физики, это квантовая физика, механика, лучше сказать, релятивистская механика, связанная с теорией относительности Эйнштейна. Это астрономия, это кибернетика, это химия и другие науки. А самому Абдумалику для разработки методологических проблем естественных наук необходимы были методологические основания, общетеоретические методологические основания, которые дает именно философия. Именно то направление, которое разрабатывала группа Абдильдина. Ну, у Жабайхана был Ситковский. У Жабайхана. Его научный руководитель, он был арестован в свое время, а потом вернулся из тюрьмы. Крупный философ. Он приезжал и руководил этим первым симпозиумом. Там и было, значит, Библер, Татищев, я помню, которые делали доклад, приезжали в Казахстан. Они опекали. Ну, они пользовались поддержкой. Федосеев, академик, он был вице-президентом, философ Академии Союза СССР. Константинов, он был академик, философ, он ведал отделением философских и правовых наук в Академии наук. От них многие зависело, потому что в их руках была власть, организация, санкции, одобрение. Біз 83 жылы 450 институттың академия наук СССРдың. В 1983 году среди 450 институтов системы Академии наук СССР мы заняли первое место. Осындай біздің жетістігіміздің ішінде Получили очень много денег. басқа жігіттермен бірге біздің Абдумаликтің И роль Абдумалика в этом была огромной. өте жоғары. Абдумалик мой первый докторант. Вместе с ним было написано множество докладов и книг. Бәленбай тақырыптарды бітіріп, Он бәленбай и соавтор бірге книги по диалектической логике. сол диалектикалық логиканың соавторы. Работа его в этой группе привели к тому, что в 1975 году он подготовил и блеском защитил диссертацию на ученую степень доктора философских наук. Диссертация называлась
диалектико-логические принципы синтеза и развития математического знания. Я эти и другие работы, особенно вот эту его диссертацию, хорошо знал. На защите, наряду с московскими профессорами, известными советскими философами Готтом и Рузавиным, выступал как оппонент. Абдумалик наш теперь доктор наук, Абдумалик профессор, и проходит еще несколько лет, избирается членом-корреспондентом Академии наук, Национальной академии. Указом президента ему присваивается почетное звание заслуженного деятеля науки и техники. Его работы начинают публиковать за рубежом. И они появляются на 25 языках мира. В Германии, во Франции, в Англии, Турции, Иране. И вот несколько месяцев тому назад крупная его работа на английском языке была опубликована в Соединенных Штатах Америки. We have published it, and we will send it to 350 leading university libraries across the world. Мы опубликовали эту книгу, и мы теперь пошлем в 350 библиотек по всему миру. 50 universities in Africa will have this book about the heritage of Kazakhstan. 50 библиотек в Африке будут иметь эту книгу о культурном наследии Казахстана. And 50 universities in East Asia also. И 50 университетов Восточной Азии также будут иметь And эту so книгу. on across the world. И так по всему миру. And so it is with deep admiration and equal gratitude that I present this first copy to Professor Abdulmalik. И я хочу подарить эту книгу. Мы привезли эту книгу, хотим подарить ее профессору Нусанбаеву. Спасибо. Thank you very much. I think philosophers never want Я to думаю, be, что философы никогда не хотят придерживаться только одного метода мышления. Philosophy is a way Философия — of это thinking. путь мышления, это методы мышления, это возможность движения вперед, иначе это движение ограничено. Я думаю, что существуют две основные черты, которые характеризуют Нысанбаева. Первое — это то, что он понимает науку. Он является величайшим философом СССР. И другая — это то, что он может ценить культуру философии современного Казахстана, культурные традиции Казахстана. И он может все это соединить, так что культурное наследие и наука существуют вместе. Сейчас в Америке большой интерес к Центральной Азии, особенно после распада Советского Союза возрос интерес. До этого в Америке довольно мало знали об этом регионе и мало занимались языками, культурами народов этого региона, и вообще доступ у нас был очень ограниченный. Мне кажется, что Абеке очень важная фигура для науки Казахстана в нескольких отношениях. То есть первый — это человек, который у него такой большой диапазон знаний, начиная от истории математики до этнических отношений современного времени, и очень сильный аналитик. Это очень важно. Мне приходится слышать разного рода мнения, крики насчет того, что надо делать в Казахстане в плане языка, религии, демографии, но вот Беке, мне кажется, очень трезво понимает и делает анализ событий, поэтому я думаю, что огромный вклад и в науку, и в дело сохранения стабильности в Казахстане. Abdülmalik Nisanbayev veya Nisan Bey ile biz ilk defa orada buluştuk. İlk defa orada görüştük Muğla Üniversitesi'nde.
Это было в 2000 году. С Нысанбаевым мы встретились в Мулинском университете. Там и познакомились. Организатор конференции представил нам Абдумалика Нысанбаева. «Это Абдумалик Ходжа», — сказал он. И первое, что мелькнуло у меня в мыслях, было то, что он был очень похож на мою бабушку. Yani babamın annesi. Yüzü Вы же знаете, что древней своей кровью вы являетесь нашими родственниками. Просто мы смешались с Западом и изменились. Batı'da, ileri karakolda ne yaptık? Biraz deforme olduk. Bozulduk. Увидев лицо Абдумалика Ходжи, я вспомнил про наши генеалогические истоки. И мысли мои стали возвращаться в те давние времена. Вспомнил о Мударью, Сырдарью. Türkistan'a gittim. Profesör Abdülmalik Nisan Bey. Мы понимаем друг друга сердцем и душой. Встречаемся второй раз в Стамбуле на симпозиуме. Это был симпозиум, организованный Чикагским университетом США. Было очень мало времени, и мы не смогли в достаточной мере пообщаться. Но сознание того, что он там присутствует, для меня значило очень многое. Затем я был знаком с его трудами, изданными на английском языке. Он очень умный человек. Для Казахстана умный человек – несравнимое богатство. Это означает, что Абдумалик Нысанбаев и для Казахстана, и для всего тюркского мира является несравненным богатством. Если нужно доказательство, я скажу так. На утреннем заседании он ознакомил нас со своей книгой. Мы радовались все. Мне показалось, что эту книгу я написал сам, потому что я ведь был ему не чужой. Вы, казахи, счастливый народ, потому что имеете такого сына, как Абдумалик Нысанбаев. Абдумалик Нысанбаевтың айтатын болсақ, бұл Об Абдумалике Нысанбаеве могу сказать, что это учитель, а учитель – это глубокое понятие. Знающие люди говорят, что у пророка Мухаммеда было 99 великих имен – знание, учение, воспитание, культура, литература, духовность и так далее. Все эти качества присущи академику Нысанбаеву. Он впитал в себя все сполна из этих начал. Он без устали передает весь опыт, багаж знаний, все свои изумительные человеческие качества тем молодым людям, которые стремятся к науке, к знаниям. Как говорил глава государства Нурсултан Назарбаев, в 21 век мы сможем полноправно войти только образованными. И в этом русле Нысанбаев вносит большой вклад в становление молодых ученых, педагогов, и как философ обеспечивает глубоко научную концепцию независимости Казахстана, нашего народа, формируя его внутреннюю политику, внешнюю политику, научно обосновывая и доказывая его поступательное движение вперед. И в этом смысле в его лице мы видим крупного государственного деятеля. Моя мечта построить памятник, мне кажется, я уже построил. Построил этот памятник, поскольку я около 600 работ на 25 языках, где-то 70 работ у меня опубликованы. Это говорит о том, что я своему отцу уже построил памятник. Конечно, еще какие-то детали надо достраивать. Я постараюсь, еще я активно работаю. Бог даст, я еще буду достраивать этого дома, чтобы этот дом существовал вечно.